Сегодня у нас встреча, одна из заключительных. Скоро эта выставка закончится. На выставке Валерьяна Романовича Васильева «Высоты Валерьяна Васильева». Валерьян Романович Васильев – это, если так сказать, звезда нашего якутского искусства. Я скажу, это не только якутского, наверное, искусства. Это человек, который прожил очень короткую жизнь, всего 32 года. Он закончил в 1962 году Строгановское училище, при этом он получил специальность дизайнера. Он закончил факультет художественной резьбы по дереву. Проходите, садитесь, пожалуйста. Вот. И сразу приехал домой. Было ему всего 24 года. И на творчество он сначала работал в художественном училище, кстати, а потом очень быстро ушел в работу. И где-то всего за 7-8 лет творческой работы успел сделать настолько много. Он оставил совершенно такие ставшие классикой работы, посвященные теме жизни якутского народа, новых преобразований в жизни общества. Оставил работы, посвященные якутскому героическому эпосу Аламхо. И, конечно, очень много рисунков. Все те, кто знал его, они говорят, что он был большим трудоголиком. Он был человеком, который был одержим работой. И все, что он делал он действительно очень профессионально, очень высоко профессионально и с любовью. Выставку Валерьяна Васильева наш музей, который имеет его большую коллекцию большую его работ, да, где-то 471 работа у нас в собраниях музея. Мы делаем практически очень часто, каждые 5 лет в последнее время. И каждый раз получается у нас новая выставка, потому что вводятся новые работы, которые еще не видели зрители, по новой концепции делаются экспозиции. То есть, получается, каждый раз человек придет, он, конечно, увидит его главные, если так можно сказать, работы. Это линогравюры, цикл линогравюр «Старое и новое». Это серия линогравюр «Старые якутские мастера», посвященные нашему народу как творцу. Это его великолепный триптих «Нергун Ботор стремительный». Это его ставшая уже классика литографии, в том числе и «Моя дочь». Но вот на этой выставке мы внесли много рисунков, которым он работал в разных техниках. Мы сделали специальный отдельную стену, посвященную его семье, которую он очень любил, много рисовал и, конечно, и родные места. Вот. Но я думаю, что вы выставку посмотрели. Может быть, если не успели посмотреть, то у вас будет еще возможность смотреть. Выставка закрывается 25 сентября. Мы его чуть-чуть продлили. Вот. И у вас будет возможность посмотреть. А сегодня мы хотели устроить для вас праздник такой творческой встречи с художниками и деятелями искусства и науки, которые выскажут свое мнение и о художнике, и его вкладе в искусство России. И, пожалуйста, приходите, тут место есть. Да. 7 мест тут еще. Разрешите вам представить наших гостей. Кандидат философских наук, специалист по теории познания,
Алексей Григорьевич Пуда. Вот, заслуженный деятель искусств Якутской Республики Саха-Якутия, заслуженный художник России Михаил Гаврилович Старостин. У нас художник, график, живописец, архитектор, я бы еще сказал, дизайнер Борис Афанасьевич Осипов. Ну, мы свой разговор начнет, пожалуй, Алексей Григорьевич. Ваше, как бы, для вас, это общий для вас всех вопрос будет. Художник Васильев, для вас это кто, его вклад, ну и ваше мнение о выставке. Ну, я, так как здесь присутствует много молодых людей, хотел бы сказать, вот, что, в принципе, я приобщился к искусству, скажем так, изобразительному искусству не так давно для своей жизни, это мне было где-то лет 25. Я в галерее, вот наш художественный музей не посещал почти. Вот один раз я как-то зашел, это была тогда экспозиция по Хабарова 27, это, знаете, площадь Победы, где танк, да, там, где находится сейчас галерея Афанасия Николаевича Осипова, да, вот тогда там размещался как раз основное здание Национального художественного музея, и там была вот такая небольшая выставка, но меня больше всего поразила как раз вот якутская графика. У меня было тогда как раз такое, может быть, лирическое, что ли, настроение, это был октябрь, вот такое время, когда вот начинает выпадать первый снег, такая хмурая погода, и я вот как-то зашел туда и увидел просто вот такие графические индустриальные пейзажи Якутии, и вот одна из работ, которая мне тоже запомнилась, она, кстати, висит, по-моему, вот как раз за мной, это вот была графика с городом Якутском. Я вот эту, да, нашу башню Тыгына увидел, и мне через вот эту картину просто восприятие нашего города становится по-другому. Там еще были работы Ковалевского, вот тоже город Якутск, индустриальные какие-то пейзажи были. Но вот что-то вдруг, оказывается, у человека может переключиться, и он начинает мир воспринимать, свой же родной город, уже через взгляд художника. И вот, может быть, тогда, я уже сейчас, конечно, точно не помню, мне вот запомнилось имя Валериан Васильев. А потом, вот где-то с начала 2000-х, на моей памяти где-то было уже 3 выставки, на которые я попадал. Это были тоже, наверное, юбилейные выставки. Одна из них проходила в галерее, где, как она называется, Ургел, да? Да. Ургел, она там проходила, и вот мне тоже еще раз по-другому раскрылись вот работы, вот там были собраны вот как раз многие работы, и я вдруг осознал, знаете, человек всего 32 года, когда ты переживаешь этот возраст, когда тебе уже там за 40-50 лет, и ты вдруг оглядываешься и смотришь, что сделали люди. И вот я не так тоже давно, ну, мы как-то про это знали, но не обращали внимания. 32 года, всего 32 года. И вот Галина Гавриловна сказала, а чистого творчества всего порядка 8 лет, да? Вот это, то, что он оставил, это просто поражает. Это просто поражает. И один такой случай расскажу из своей личной практики. Когда-то я зашел в Национальный художественный музей, уже здесь, по улице Кирова, 9, и поднялся в зал якутской графики, и у меня просто, я так остановился, у меня взор упал на одну картину. Это вот как раз была картина, графическая работа Валериана Васильева. И слушайте, я вот так пристально остановился и почему-то чуть не заплакал. Просто к этому времени я уже многое знал о его творчестве, что-то я знал из его биографии. Я не буду говорить, какая это работа, у каждого она может быть своя, но она трогает до глубины души. Это был просто портрет, ну я просто скажу, одной женщины был портрет, но я вдруг посмотрел на нее, и почему-то вот такое чувство появилось. Да интересно, я не знаю почему, до сих пор я не знаю почему. А вот когда выставка открывалась, мы вот с Галиной Гавриловной записали там тоже небольшой видеосюжет, я вдруг увидел одну картину, она находится в этом зале, может быть, это будет какая-то, может быть, мистика.
люди же все-таки предчувствуют что-то, да? И мне кажется, что там в этой картине зашифровано возраст, в котором человек ушел. 32 года. Эта картина находится в этом зале. Вот молодые люди могут посмотреть. Но это мое личное мнение. Там закодирована цифра 32 года. Вот. Ну, на этом я пока остановлюсь. Первая его выставка персональная состоялась в 1971 году, в 1972. Да. Он, да, в 1971 году это была посмертная выставка. Вот. И те, кто были на этой выставке, до сих пор вот мы разговариваем, вспоминаем, какое глубокое чувство счастья. Хотя вот, смотрите, это была посмертная выставка. Счастье, окрыленности было у людей, которые ходили на эту выставку. Я тоже была на этой выставке и до сих пор помню всю экспозицию той выставки. И то огромное счастье, то огромное огромное чувство радости, какой-то очень живой, очень такой интонации этой выставки. И вот я до сих пор помню вот эту прекрасную работу, 70-й год, и тут моя дочь, литография, одна из последних работ, и о нем, об этом листе, об этой работе пишут многие. И то, что вот сейчас Алексей Григорьевич сказал, какой след, какое чувство оставляет действительно подлинно такие профессиональные, гениальные работы. Вот это было тогда и в 1971 году. Вот сейчас я хочу слово предоставить, пожалуй, Борису Афанасьевичу. Спасибо. Ну, на самом деле, я один из немногих, судя по возрасту присутствующих, кто действительно застал еще Валерьяна Романовича в живых. Ну, я был ребенком, конечно, но это было удивительное ощущение. Отец у меня художник, он на 10 лет старше. И вот когда в нашей жизни, вот в семье появился Васильев, у меня было такое ощущение, что отец обрел брата. Потому что вот он с каким-то неподдельным восхищением относился к этому человеку. Хотя, казалось бы, он уже был такой, ну, известный довольно художник, папа-то мой. Вот, а Валерьян только приехал из Москвы, но тем не менее было ощущение иногда такое, что Валерьян в чем-то даже старше. И отец просто восхищается тем, как он работает. Но это потом я уже понял. Тогда-то я маленький был. Я просто хочу сказать, что вот на самом деле нет сослагательного наклонения. Но если бы вот Валерьян Романович прожил, ну, как положено, полную жизнь, то наше искусство бы, возможно, тоже сильно изменилось. Не только искусство самого Валерьяна, но я думаю, он бы так воздействовал на всех, потому что вот позже появился еще Юрий Ватяков, который тоже учился в Строгановке и тоже ушел очень рано. Но вот эти двое могли сформировать такую культурную среду, которая бы, ну, нам трудно сейчас говорить в сослагательном наклонении, но мне кажется, очень многое бы в нашем искусстве пошло по-другому. Даже то, что вот, несмотря на то, что вот больше 50 лет прошло с тех пор, как он, полвека, 53 года почти, как он ушел из жизни, но его влияние до сих пор ощущается. Это видно по этим работам. Это видно опосредованно по работам Миши Старостина. Опосредованно это видно по работам Джоустана Байтунова. Когда вот он оформлял последнюю свою книгу «Джоустан», Аланхо, я не помню название. Как называлось это? Я тоже не помню. Ну, цветная. Вот. И там такие композиции у него свободные. То, что вот делал Валерьян уже в последние годы, не докончил, вот то, что он литографик Нюргун Батур делал, его свободные композиции. Я Джулусу позвонил и говорю, а нет ли тут влияния Валерьяна? Она говорит, конечно, имел его в виду, когда делал эти работы. То есть на самом деле влияние гениальных людей не ограничено во времени.
Вот. И я бы хотел еще вспомнить мое первое знакомство. Собственно, когда он ушел из жизни, я был еще ребенком, ну, подростком уже, конечно. Вот. Но воспоминания, вот первый раз, когда я увидел Валерьяна Васильева. Это меня папа взял к нему домой. Это был 66-й год, по-моему. Вот вы точно знаете, наверное, вот он около Центрального-то жил. В этом здании, нам до сих пор есть, на первом этаже с семьей. По-моему, тогда еще, ну, Филиппа не было еще, Оля уже. Оля какого года, не помните? 69. А? Это другая Оля, Олечка. дочка. А, доченька. 60. 62-го. Вот, я помню, там маленький ребенок был, но я, собственно, даже не обращал на это внимания, потому что квартира была очень маленькая, у него еще не было мастерской, я так понимаю. Ну вот, как-то прошли, и я попал вот в мир, как вот у Адоевского, городок в Табакерке. Там пространство было метров 8-10, не больше. Но оно было так организовано, я до этого сколько уже там мастерских художников бывал, тогда уже в ресторане «Север», то, что на проспекте Ленина сейчас разваливается, тогда это было новое здание, там были хорошие, большие мастерские, у папы была мастерская там. А у Валерьяна был вот такой вот, ну как вот теперешней кухни, ну как там все было организовано, все было сделано его руками. Я дальше квартиры не помню, там какие комнаты были, что было. Ну вот, я помню, что я попал в это пространство и обалдел, потому что как-то все волшебно было. Во-первых, все структурировано. Там у него все вот эти инструментики, все штихели, все по своим местам. Бумага разложена по специальным папкам, очень удобно доставать. Потом там у него стоял маленький самодельный мольберт. И потом стояло такое кресло вдоль окна, там узкие окна такие. Здание старое, 50-х или 40-х годов. Вот. Света особенно не было, но у него был длинный стол, как мне тогда показалось, длинный, на котором тоже все было разложено как надо. И там начатые или на гравюры, потом такой восхитительный запах табака. Ну, это, конечно, нехорошо, но тем не менее вот, запах табака всегда сопровождал Валерьяна. Вот. И чувствовалось, что тут живет человек, вернее, работает человек, который вот делает все как-то волшебно. Ему не надо там 50-60 квадратных метров. Он и в этом пространстве создает свой мир, который на самом деле потом становится миром общим для всех людей. Вот. И я тогда просто тоже вот подсознательно как-то полюбил его. Я уже на выставке говорил, что он был моим кумиром. И вот когда, и тоже упоминал уже, как они работали, это был предпоследний год его жизни. Или даже это было летом 70-го года, когда они делали букварь с отцом. И лежали готовые листы, и было сразу видно, где делал папа, где делал Валерьян, потому что отцовские работы – это работы живописца. Они хорошие, красивые, такие для детского восприятия, думаю. А работы Валерьяна такие острые, ну вот, как вот этот вот рисунок. Там у него животные были. Лоси, волки, медведи. И все сделано в такой колористике, ну, вот, такого Гризайля. И такие острые рисунки. И так было дивно все это рассматривать. Я не знаю, потом этот букварь в печать вроде пошел, но сейчас-то уже другие буквари. Просто жалко, что он не сохранился для детей современных. Это букварь якутский был. Ну вот. Потом вспоминаю, как он приходил к нам на дачу. Вернее, совершенно неожиданно, спонтанно мог. Вот, они, значит, это он, Афанасий Петрович, они были у Мунхалова на даче. И, июнь, светлые ночи, время уже позднее было, видимо. И они решили сесть на лодку и приплыть к нам. Он, Иннокентий Афанасьевич Потапов, Мунхалов Афанасий Петрович, и они, значит, плыли по этим озерам Сердилявским до нашей дачи и перевернулись в конце. И такие мокрые пришли,
Я почему помню, меня уже спать уложили, но я, тем не менее, встал, потому что невозможно. Когда Валерьян приезжает, спать невозможно. Тут же устроили самодельный шашлык, без всяких вот нынешних маринований, приготовлений. Он просто вместе с отцом взял, настругал вот таких вместо шампуров деревянных палок. На открытом костре они поставили мясо. Но я вкуснее шашлыка не ел, хотя никакое не замаринованное мясо было, ничего. Ну, такое ощущение у меня. То есть вот он создавал праздник вокруг себя. Кроме того, что вот он гениально и много работал, он был человеком-праздником. Потому что он был действительно молод душой и ждал, что впереди будет долгая творческая жизнь. Но даже то, что вот на эти несколько лет он сделал, мы все видим. Мы за всю свою жизнь столько не сделаем. Поэтому, конечно, память о Валерьяне у меня всегда будет. И когда Галина Гаврилина меня позвала сюда, я сказал, ради Валерьяна брошу все дела и приду. Потому что это самое неизгладимое впечатление моей жизни. Хорошо, что вот он попался на моем пути, когда я был еще ребенком. Он как-то сформировал мое мировоззрение, даже не отец, а именно Валерьян Романович. Вот. Я сейчас в мастерской, у меня тоже не очень большая мастерская, вот подсознательно, наверное, так же все аккуратненько стараюсь сделать. Вот Ваня у меня был, он видел. Все тоже там сколачиваю, структурирую. Ну, конечно, так не получается, так волшебно, как у него. Но, тем не менее, видимо, в подсознании это живет. Поэтому он будет всегда в нашем искусстве. И вам, молодым, еще много-много лет его видеть, и это большое счастье. Несмотря на то, что новых работ не появится, но все работы, которые, вот как Галя говорит, появляются на новых выставках, приходишь и смотришь новыми глазами. Ты можешь 1000 раз это видеть. Вот это вот никто из вас не знает, где это. Это же площадь Дружбы народов. Тогда вот это вот ЗАГС, бывший, теперь там Октябрьский округ, по-моему, находится, желтое здание. Вот здесь сейчас театр оперы и балета. Тогда башня Тыгына стояла там, и, собственно, она потом перенесена была в музей, потом сгорела, но само ощущение, вот казалось бы, да, ни одной детали, ничего, все плоскостями сделано. Вот это вот серое небо, и вот это ощущение, вот как правильно предыдущий сказал человек, это ощущение такого вот твоего города, но в то же время он другой, он гораздо интереснее, чем в жизни. И в то же время это он. И вот это вот даже запах снега можно ощутить, хотя тоже простейшее средство. Там мазок, здесь мазок, тут. А, да, еще вот последнее хочу рассказать. У нас в школе 8-й устраивали, значит, предновогодний конкурс стенгазет. Я где-то в 6 классе учился, по-моему. Ну да, в 6. А конкурс проводился там 5, 6 до 10 классов без разницы. Просто в зале в спортивном вывешивали газеты. А я, как сын художника, обязан был быть, конечно, и всю жизнь был редактором стенгазет. Ничего у меня не получалось, я начал приставать к папе, сделай хоть что-нибудь. Отмахнулся от меня. А Валерьян тут же был, он взял вот эти, тогда еще были фломастеры японские первые, с дивным таким запахом. Очень широкие фетровые наконечники, тогда они только появились. И он мне на листе ватмана просто одной рукой нарисовал, одним росчерком почти что, Деда Мороза, который выбрасывает звезды и снежинки из мешка. И так закомпоновал, что там оставалось место для того, чтобы там писать заметки, и все. Это заняло у него 5 минут. Он сказал, сам раскрасишь там, где надо. Я как смог раскрасил, потом девчонки наши наклеили на звездочки золотинки, то есть мы испортили на самом деле великолепную графику Валерьяна, которую он сделал, вот как Пикассо, свою голубку. И все, принесли, поставили, ничего, конечно, первое место у шестиклассников. Я, естественно, никому не сказал, что это не я делал. Там все десятиклассники, все потухли, потому что рядом
с Дедом Морозом Валерьяна, несмотря на то, что он был нелепо раскрашен, все, но там такая динамика была, и вот это вот его звезды из мешка. И сам Валерьян, он, видимо, был таким, и оставался бы таким, что он всем бы раздавал эти звезды. Спасибо за внимание. В искусстве Якутии Валерьян пошел очень быстро. И в 1966 году у нас в музее, тогда по-другому назывался, состоялась выставка «Якутская графика». И на этой выставке участвовало всего 7 человек, которые стали потом, составили костяк якутской графики того времени. Это был 1966 год, а в 1967 году уже что есть национальная школа якутской графики, что она выходит на международный уровень. И было это уже как история, потому что в 1967 году наши графики Афанасий Петрович Мунхалов, Валерьян Васильев приняли участие с очень большим успехом на международной выставке в Германии. Так началась очень широкий шаг якутской графики, его уже знавали, его уже понимали, его воспринимали и так далее. Вот такое, и это было связано с именем, опять-таки, Валерьяна Романовича. Но я тут еще скажу о том, что художники, они как-то, для них он был духовным лидером. Вокруг него собирались, потому что он как-то очень деликатно, очень интеллигентно умел и сказать свое мнение, и в то же время заинтересовывать других художников и не только своим искусством, но вообще искусством. И сейчас я хочу слово дать Михаилу Гавриловичу. Ну, я не знал Валерьяна Романовича, но я учился еще в школе, и в 1969 году вышел комплект постеров якутской графики. И они, видимо, была выпущена достаточно большим тиражом, и появились в каждой семье, немецкой выставки как раз, почти что в каждой семье. Как печатался вот этот комплект постеров, об этом очень увлеченно рассказывал Сексей Парников, потому что он тогда работал художественным редактором, и он руководил этим. Но по его рассказам выходило, что печатали даже и днями, и ночами. И он все это днями и ночами следил, типографию, чтобы получилась качественная печать. Да, тем более в то время это сложно было. А потом 69-й год это, да, и в 70-м уже его не стало. И я помню, вот тогда, то ли в 70-м или в 71-м, может быть, где-то в это время появилась статья большая в «Комсомольской правде». На 4-й полосе полная вся страница была посвящена вот его творчеству. И московского какого-то критика, я вот сейчас не помню. И там была репродукция вот этой работы, литографии «Моя дочь». Но надо сказать о том, что он очень любил свой край, людей, населяющих этот край, бесконечно рисовал вот колхозников. Здесь несколько работ колхозников. И вот его активное отношение к жизни. Вот первый чемпион Советского Союза среди молодежи по вольной борьбе Алексей Ермолаев стоит. Там герой Советского Союза портрет Федора Матвеевича Хлопкова, снайпера. Ну вот так вот. И по работам видно, что он
любит вот край, свой край, и любит и народное искусство, потому что он постоянно цитирует, вот, делает вставки орнаментов якутских, это все у него есть. Ну а эти старые мастера полностью посвящена якутским старым мастерам. Да? И вот у Серошевского есть где-то такая мысль, что вот якут садится перед камельком и начинает делать чурон. Да? И очень гармоничные по форме, совершенные по форме, вот эти с орнаментом этим. И что я еще хотел сказать? Вот после просмотра фильма «Не хороните меня без Ивана», только тогда ко мне пришла вот такая мысль, что вот какие же были истоки вот сильные якутского искусства, да? Потому что зачинал искусство Иван Васильевич Попов, добротный такой художник. На Дальнем Востоке нету такого аналога. Его шаман, вот, якут с конца 17 столетия, теленок его, это же образцовые работы, да? И потом вот, побывав несколько раз в Казахстане, побывав в музее имени Каштеева, музей изобразительного искусства Казахстана носит имя казахского художника Каштеева. Он ровесник нашего Романова Петра Петровича. И я подумал о том, что вот опять же, как хорошо, что у нас был Петр Петрович Романов, да? А наши шестидесятники, вот, графики, Афанасий Петрович Мунхалов и Валерьян Васильев, лидеры тогдашних графиков, Афанасий Осипов, это все те художники, на творчество которых мы опираемся. Ну вот. Я еще хотел бы сказать, что на самом деле он впитывал все искусство мира. То есть одно время как раз, когда я помню, он очень увлекался мексиканским искусством. Не только вот муралами современных тогдашних, вот Сикейроса, Ривера и прочее, а народным мексиканским искусством. Он просто приносил отцу какие-то альбомы, показывал и с восхищением говорил. И судя по вот этим работам, вот, например, он прекрасно знал и Матисса, скажем, вот это совершенно вот минималистичная работа тоже. То есть он перерабатывал не только то, что вот дано природой, а то, что, в общем, мир дал, искусство мировое дало нам всем, он через себя пропускал, и при этом это оставался абсолютно вот национальным художником в лучшем понимании этого смысла. Не то, чтобы он там слепо следовал каким-то этнографическим традициям, он все это перерабатывал очень мощно внутри себя. И вот цветовые его открытия до сих пор тоже поражают. Это ж до 70-го года было сделано все. Я дополню, что наш музей, значит, после ухода из жизни Иннокентия Афанасьевича Потапова, это наш первый искусствовед, да, профессиональный искусствовед, а у него вышла книга Валерьян Васильев, монография, в 1979 году. И он оставил, то есть он собрал архив Валерьяна Васильева. И вот когда мы готовили эту выставку, мы практически весь архив перебрали, прочитали, изучили, просмотрели и так далее. Действительно, очень интересные мысли, очень интересный взгляд на жизнь, потому что он все время думает,
И вот и рассказывает, то есть и пишет о том, что вот ездил в Прибалтику, был знаком с очень известными прибалтийскими художниками. Ну, вы понимаете, это европейская школа графики, да? Вот. Но ездил, вот все свои основные серии, все свои основные работы он сделал на творческих дачах, Чулюскинская и так далее. И обычно, когда ездят на творческую дачу, очень многие художники как-то очаровываются и русским пейзажем Средней России и так далее, и очень много там работает. А художники говорят, что вот Валериан Васильев всегда привозил с собой какие-то работы, и метки, эскизы и так далее, наброски, и делал там работы только о своих, о якутах, о своем народе, о своей действительно, сегодня сказали, о любви его к своему народу, к своей земле. И вот это, как это, генетическая, если так сказать, любовь, она и выплескивалась на его искусство. Пожалуйста. Ну вот я тоже дополню. Вот Борис Афанасьевич сказал, я вдруг вспомнил, когда вы почитаете наших историков, археологов, которые занимаются проблемой генезиса якутского Чирона, они ссылаются на Валериана Васильева, который на одной из мексиканских выставок или где-то там сфотографировал или зарисовал тоже мексиканскую такую посуду, очень похожую на якутский Чирон на 3 ножках. И вот он специально привез и показал нашим антропологам. И сказал, что вот смотрите, какие параллели можно провести. И сейчас, когда наши ученые пишут, они часто там в статьях проскальзывают, там был вот этот похожий на Чирон на 3 ножках, принесенный и показанный нашим антропологам якутским. И вот сейчас, когда это делают, они же проводят параллели якутского Чирона, что он одновременно и здесь возник, а с другой стороны у него какие-то там тюркские корни, южные корни и так далее. Там соединяется одновременно в якутском материале из дерева, соединяется и гончарное произведение, вот, и вот эта такая техника такая была, видимо, там как вязь, да, вот, которая перешла вот этот рисунок по кольцами на якутском Чироне. Поэтому его сильно это все увлекало. И вот когда мы делали с Галиной Гаврилиной видеосюжет, там известная вот эта работа, есть документальный фильм «Якутские портреты 70-го года». Вот, кстати, там один из режиссеров был известный наш бард Висбор, да, Юрий Висбор. И спасибо, Иван. Юрий Висбор. И там вот как раз он же говорит, нас больше всего подкупает работы старых якутских мастеров, резчиков по дереву. Вот знаете, оказывается, приход к своему родному и национальному происходит через мировую культуру. Вот что интересно. Оценить абсолютную ценность своего родного можно только в сравнении с чем-то. И вот Валериан Васильев, увлекаясь латиноамериканской культурой, да, он вот как раз прочувствовал это и занялся вот этим. Еще есть такой интересный факт. Все-таки Валериан Васильев городской человек, молодой человек. Он выезжал, конечно, летом на дедушке, бабушке, видимо, да, на природу, но я заметил, что многие якутские художники, выросшие в городе, в урбанизированной среде, они подсознательно стремятся раскрыть дух национальный, символику национальную. У них это больше развито, потому что им нужно свое родное завоевывать, заново как бы ощутить это. Они были как бы оторваны в городской среде от этого, в отличие от других, которые были органически выросли вот в этой атмосфере. И вот Валериан Васильев, может быть, и проникся в эту глубину национальную больше, чем другие, потому что ему надо было сделать вот это специальное усилие и вот специально увлечься вот этим. Интересно, Александр. Здесь вы увидите его знаменитый триптих «Ниргун Ботур стремительный», созданный в 1969 году, впервые, кстати сказать, такой серьезной, если так сказать, отношение в технике ксилографии. Валериан Васильев ведь был
студентом Строгановского училища. Учился, я уже сказала, на факультете художественной резьбы по дереву. И, конечно, поэтому он прекрасно понимал, чувствовал, знал вот, материал, дерево как материал. И поэтому, вот, когда он готовил эту работу, да, готовил этот эпос, и думал об этом, а он очень много изучал, он очень много писал, почему надо обращаться к Ланхо, что это такое якутского народа, и при этом как его сделать, чтобы было понятно всем. И он очень много оставил материалов, он изучал тогда и Пухова, и всех исследователей серьезных, которые занимались эпосом, и сделал свой якутский эпос графики. Всего 3 листа. Юргун Ботур стремительный, счастье, завершающий лист, и гибель богатыря Нижнего мира. И вроде бы они сделаны в разной стилистике. Вот гибель богатыря Нижнего мира – это совершенно вот такой, какой-то степени абстрактный стиль, да, много непонятного даже. И в то же время по бокам, вон, потом посмотрите. И Юргун Ботур стремительный, который в таком лобочном стиле, и лист о счастье, который так и называется «Счастье». Вот. И, пожалуйста, кто-нибудь. Когда я преподавал студентам, я вот на предмете философии часто давал тему, значит, они выбирали вот такие плакаты. Национальный художественный музей выпустил где-то в начале 2000-х, там, где были известные работы из коллекции национальной. И там была якутская графика. Да. И часто студенты выбирали вот эту работу, девочки вот в эту работу выбирали вот, «Счастье». И писали сочинения, очень хорошие сочинения писали. Ну и там известные работы есть, где у него Ал-Лукмас, старые и новые, там якутские мастера, да. Вот эти работы тоже. Это ребята из села приезжают, и у них там набор где-то 30 разных репродукций, и они выбирают именно вот эти работы, потому что у них все равно эстетического такого образования нет, но чем-то они подкупали их, и они выбирали эти работы. Они вот как раз по духу, может быть, были бы очень близки и к национальной культуре, и вообще к человеческой жизни. Они были очень близки, то есть он мог отразить вот суть нашей жизни, наши переживания. Да. И при этом даже вот когда смотришь на эту работу, видно, что это очень модный парень был. Вот белые джинсы были только у него, я помню. Вот эта вот кожаная жилетка, вот эта водолазка. Он когда приходил, я говорю, к нам, еще волосы, вот, он же отрастил одно время волосы, а потом обстригся, потому что наш сосед Мординов Арсентий Егорович пришел и сурово сказал по-якутски ему: что как девчонка вроде как, волосы отрастил. Ну, смутил Валерьяна. Он старый аксакал же был, уже философ известный. Вот. Но тем не менее, вот тогда, когда вот он начинал ездить по всем вот съездам художников на творческие дачи, мне кажется, вот все вот его русские коллеги восхищались им. И невозможно было не восхищаться. Он был какой-то вот легкий, и в то же время вот эта вот модность его, она не была такой вычурной. Он просто действительно вот естественно себя вел, естественно одевался, как ему нравилось, и совершенно естественно творил, поэтому не было в этом желания ипотировать, что вот я вот так одеваюсь. Нет, это все как-то очень органично было. И вот на нем там ремень, на этих джинсах, он его подарил мне один раз, потому что я смотрел такими глазами на этот ремень. И он мне его подарил, это плетеный кожаный ремень. И я его просто холил и лелеял, и со спортивными штанами носил, потому что у меня брюк тогда летом не было, летом же бегаешь везде, бежишь в футбол играть, совершенно ни к чему этот ремень, но я его все равно затягивал, тут сверху резинку выпускал, просто чуть ли не под подушку его клал. Поэтому вот я говорю, что вот на самом деле великие люди, они же очень просты.
И никогда нет того, что ты понимаешь, что перед тобой великий человек. Он как-то по-другому воздействует. Даже вот я говорю, он на отца так воздействовал. Мама у него была классной руководительницей моя. Он учился, Юрий Холмогоров такой был архитектор. Вот. Они были друзьями, сидели за одной партой, оба отличники. А чтобы по истории получить отлично, это надо было очень постараться. И Валерьян был ее любимцем до последнего дня жизни, потому что, я уже тоже об этом говорил в прошлый раз, что она была очень строгая женщина. Вот Зинаида Ивановна, она ее помнит. К сожалению, сегодня нет с нами здесь. Вот. А единственное исключение, которое она делала, это был Валерьян Васильев, потому что он покорял всех. И ему разрешалось все. Он мог курить где хотел. Он мог прийти ночью к нам. И мама ему открывала, и провожала, и на кухне стол накрывали. И они с отцом договорили до утра об искусстве. И вот я и говорю, я поражался, что, глядя на маму, думаю, ничего себе, сколько ему позволено. Уже поэтому видно, что человек исключительный на самом деле, просто исключительный был. Вот. И потом, когда я уехал из Якутска, я ни разу не встречал таких людей среди художников, хотя я много знаю. И московских художников, и всяких новосибирских. Вот. Но таких вот, как Валерьян Романович, так и не встретились. Потому что это уникальный человек. И нам просто повезло, что он был среди нас, именно среди нас. И что вы можете вот видеть. И то, что его творчество никогда не устареет, потому что оно всегда направлено вперед. И я просто благодарен музею, что они периодически устраивают такие выставки, что есть премия для молодых. «Весна в декабре», по-моему, называется, да? И там тоже вот Туяра Шапошников был один из первых лауреатов. Вот наши графики, все вот, кто в Красноярске учился, там и остальные, я смотрю на них, конечно, они не похожи на Валерьяна, но вот лучшие наши графики, все равно вот в них чувствуется вот посыл, который они получили в свое время от творчества Валерьяна Романовича, что вот он был среди нас. Там они могут быть и абстракционистами, и как угодно, но все равно это чувствуется. Его влияние неизмеримо на нашу жизнь. И это очень хорошо. И вы тоже со временем поймете это, когда вот входишь уже во взрослую жизнь. Вы же студенты художественного училища, да? Или АГИКИ? АГИКИ, вот все, да, вот я смотрю там, молодые ребята все. Каждый идет своим путем, но рано или поздно все равно ты ощущаешь, что вот за тобой стоит вереница людей, которые были для тебя, и которые очень много чего сделали и дали тебе. Не только мировые величины, которых мы все знаем, там, от Леонардо и прочее, но и вот наши современники, или практически почти наши современники. Они остаются в нашей жизни. Не все, но вот такие, как Валерьян Романович, конечно, они на всю жизнь. И его влияние на нас никогда не иссякнет. Хотя я сейчас смотрю, действительно, я уже прожил 2 его жизни. Ужас. А он за половину моей жизни сделал больше, чем я за в 2 раза большее количество лет. Ну и большинство из нас таковы, к сожалению. Потому что, ну почему к сожалению, с другой стороны, невозможно всем быть гениями. Это же единицы. Есть хорошее выражение, что вот талант попадает в цель, которую обычный человек не видит. А гений попадает в цель, о которой обычный человек даже не подозревает. Вот Валерьян как раз был из таких, из вторых. Потому что талантливых людей достаточно, бывают такие таланты. А настоящая гениальность проверяется временем. Если прошло 50 с лишним лет, и мы говорим о нем как о нашем современнике, значит, это тот самый гений, который попал в ту цель, о которой мы даже не подозревали, что она существует. Валерьян, кстати, Я скажу да, несколько пожалуйста. слов. Да, Надо сказать еще несколько слов, наверное,
о нем как о книжном графике, потому что он работал и в книге, и у меня в детстве были эти книги. Якутские сказки он оформил. Совершенно неожиданно. Он разработал концепцию такую, что там в двух стилях были эти иллюстрации. Тональные листы, проработанные тонально, и в манере лупка на цветном фоне. И вот они чередовались, вот эти иллюстрации. И это было неожиданно. Это вот я не встречал такой книги вообще. А потом книга, перевод поэмы Твардовского «Ленин и печник». Опять же совершенно неожиданные. Там такие линейные рисунки, тонкие, и он дает психологические характеристики этим. Вообще. И это не Ленин, который вот там у нас на плакатах был, а это человек, который беседует с простым человеком, с таким же простым, как он, просто он, ну, как бы вождь, а перед ним. Потом они оформили букварь с Афанасием Николаевичем, художественным редактором, тогда выступил Алексей Парников. И этот букварь получил диплом на всероссийской выставке. И, всесоюзной. По-моему, еще в Германии, да? Вот это точно не знаю, но, возможно, вполне допускаю. Но Миша говорит об этом сознанием дела, потому что он сам не рядовой оформитель книг, не только как станковист работает, но и книги тоже оформляет. Поэтому тоже ценное замечание. Книжная графика у нас, иллюстрация, она в том дальнем угле, в уголке, и мы, конечно, не вместили многие его работы, в том числе и книжных графиков. Вот сказали о разных стилистических направлениях, которые он оформлял книги, да? Мы, например, есть книга «Сказ о Якутии», которую они оформили вместе с Афанасием Мунхаловым, тоже абсолютно другая работа, хотя после него, видимо, получились и вот Алмаз там и так далее, другие уже листы станковые. Вот. И, конечно, он, конечно, был большим графиком, если вот так разделить. Вот его вклад в книжное становление книжной иллюстрации в Якутии, это вот мы всегда говорим о книжном иллюстраторе как Ефиме Михайловиче Шапошникове, но и абсолютно другой взгляд у Валериана Васильева, а потом уже пошли работу у Парникова и так далее. Ну, вот у Михаила тоже, и Алексея Евстафьева, ну, многих других. Да. Вот очень интересные работы пошли. Вот. А я сейчас хочу вам вот, уже глаз, и потом, чтобы запомнили это, чтобы вы были в Валериане Васильеве и так далее. Просто небольшое задание. Сколько автопортретов, а он был одним из немногих художников, которые делал автопортреты. Сколько автопортретов вы найдете на этой выставке? Хотя я сразу скажу, что в коллекции нашего музея их очень много. Но это вы потом уже, уходя, для себя посмотрите, где он, еще где он и так далее. А где Оля, его супруга, тоже да. очень много где. Да, вот. Ну, я думаю, Галина Гавриловна, он стал бы и живописцем тоже. Мне кажется, он к этому бы пришел. Да. Судя вот по этим работам, у него была бы совершенно уникальная живопись. Он об этом и писал, он говорил, что почему художников делят на цеха, да, на графиков, на живописцев, скульпторов и так далее. Художник – это художник. Конечно. Поэтому вот такой взгляд у него был. Но каждый из великих пробовал же себя и в скульптуре, и в керамике, и в графике, и в живописи. Там, если взять Пикассо того же, Матисса, первое, что приходит в голову. То есть гений, он не ограничивает себя одним. Ему все время хочется чего-то нового.
Ну вот если у вас есть вопросы, ну, а сейчас я хочу еще сказать, что в 2014 году это было, да? В 2014 году или в 2013 году у нас состоялась тоже выставка Валериана Васильева, большая выставка тогда была в зале Графика у нас. И тогда вот Иван Барков и Елена Васильева сделали фильм, который мы еще не показали, о Валериане Васильеве. Пожалуйста, Иван. Не, спасибо. Лучше вы расскажите. Я тут вот Нет, снимаю опять. почему вот вы решили снять фильм и так далее? И действительно, Ну, ты скажи пару слов. Да. Ну, я скажу пару слов. Да, пожалуйста. Потому что я вот как Алексей, примерно то, что он рассказывал, не был знаком с искусством Якутии изобразительным, но был неплохо знаком с искусством зарубежным. Ну, мне кое-что нравилось из направлений импрессионистов, искусства 20 века. И когда я тогда работал на телевидении и пришел, ну, с Леной мы тогда познакомились, будет выставка. Я пришел и настолько был просто поражен, что у нас это было, и настолько это современно и прекрасно. А потом, когда я узнал его историю, такую довольно печальную, что он довольно рано ушел из жизни, ну и вот нам с Леной пришла как будто даже обоим идея сделать фильм. А где материалы брали? Материалы мы брали, ну, во-первых, мы снимали современников его, художников. Это Афанасий Петрович Мунхалов, ваш отец Афанасий Николаевич Осипов, его друг, архитектор Холмогоров Юрий, Зинаида Иванова. Рассказывал так интересно. Ну вот люди, которые действительно были близко ему. Да, и потом Куяра Шапошникова, как первый лауреат премии Валериана Васильева. В общем, такие герои, кстати, половины их уже и нет с нами. И фильм получился, ну, довольно-таки интересный, потому что там даже не только о Валериане рассказывали, а вообще как о становлении графики якутской в 60-х годах. Вот, и что могу еще добавить? Все там есть, если интересно, посмотреть. Там очень интересный срез, кто такой художник. И там два художника, которые, в роли которых вы снимали Шадрина, да? Да, между прочим, да, вот в Доме художника мы попросили Байтунова и Шадрина. Шадрина делал, да, Иосиф Шадрин делал графическое произведение. Вот, то есть мы показали весь процесс создания этого произведения. И тоже удивительно, что там, ну, многие, кто его знает, говорят, как он вообще согласился на это, он, ну, очень не любит. А он даже и не спорил, да, давайте, конечно, ребята. Ну, красиво тоже получилось. А Байтунов, он сделал тоже рисунок, один, ну, скажем так, скопировал один из рисунков Валериана. То есть показал... Который у нас там висит. По-моему, кстати, да. Да. И тоже очень красиво. Сейчас, ну, конечно, извиняюсь, я, конечно, так не смогу, но я попробую. Да, было и... Интересный ход. А это в YouTube есть, да? Есть. Хороший фильм. Его и на телевидении у нас А показывали несколько раз. как забить в поисковик? Он называется «График Валериан Васильев». Как он называется? Нет. То есть там в открытом доступе? Да, конечно. Ничего ни от кого не скрываем. Вот Валериане Васильеву несколько, да, таких монографий есть. Большая монография в 79-м, да? Да, 79-м. Но все равно там есть несколько книг, посвященных творчеству Валериана Васильева. И философы писали о нем. Мне кажется, что о творчестве Валериана Васильева еще появятся исследователи и напишут книжки. У него есть такие концептуальные работы, смысл которых, по-моему, вот пишут же тома о таинственной улыбке Джоконди или там о работах Пикассо, да, или еще что-то. Вот мне кажется, концептуальные работы, вот где Ал-Лукмас есть, где вот мужчина и женщина стоят, да, вот, там же языком глубокой метафоры, философского такого взгляда на мир.
все вот так хорошо, вот так целостно представлено. И мне кажется, вот чтобы расшифровать эти работы, вот это тоже нужно потрудиться, потому что это не очень-то просто. Вот, а талант как раз художнику дается вот это все в образе, в одном образе, символическом образе передать. Вот как это сделать? А вот, пожалуйста. И там можно целые трактаты написать, мне кажется. Поэтому еще появятся исследователи, которые посвятят свое творчество вот таким очень глубоким работам Валериана Романовича Васильева. Алексей, займись. Ты очень хорошо. И вот, кстати, я говорил немножко о мистике, да? Вот один из автопортретов с велосипедом. Вот посмотрите, там по-моему, цифра 32 и закодирована. Сказал все-таки, да? Да, ну, она такая небольшая, но посмотрите, это... А почему? При чем тут велосипеды? А вот подумайте, это же метафоры, это же символы. И там все это зашифровано. И посмотрите, какие там велосипеды. Где-то с педалями, где-то без педалей, куда они направлены. Там же, по-моему, все закодировано. Вот, кстати, художники же могут предсказывать такие вещи, они сверхчувствительностью какой-то обладают, метафизической. Я немножко сделаю такую рекламу Михаилу Гавриловичу. У нас с Михаилом Гавриловичем тоже такой мистический момент был, когда я использовал на обложке одной из первых своих монографий фрагмент его графической работы «Рыбак». Я использовал портрет вот этого рыбака. И слушайте, так получилось, что после выхода книги в течение 1 года, с 2005 по 2006, вся обложка книги мистически материализовалась. На обложке был рыбак Михаила Гавриловича, там был знаменитый витрувианский человек Леонардо да Винчи, и там еще что-то было, я забыл. И они в течение 1 года материализовались. Я попал в Милан на Олимпиаду 2006 года, зимнюю Олимпиаду, и мы попали в музей, где как репродукция, я вот привез оттуда вот эта знаменитая работа «Витрувианский человек». Ну, я встретился там с Леонардо да Винчи, потому что он там стоит, там монумент стоит такой. Я на него мистически тоже вышел. И портрет этот выдуманного человека, вы знаете, у Михаила Гавриловича там часто такой аватарик такой бегает, северный человек, да, видели в разных работах. И вот в этой работе «Рыбак» тоже этот человек есть. И я поехал первый раз в жизни в тундру Булунскую, и в тундре встретил этого рыбака, оленевода. Я сфотографировал, он меня так привлекал, я его фотографировал, потом приехал в Якутск, черно-белое перевел. Слушайте, это 1 к 1. И вот Михаил Гаврилович, я потом подарил эту фотографию. Они очень похожи, даже прищур глаза. Посмотрите работу «Рыбак». 1 к 1. Я потом специально писал статью в журнал, потому что вот такое редко бывает. Ну вот видите, художников какой-то такой мистический талант есть. Они могут материализовывать своими мыслями в реальность. Вот как это происходит, непонятно. И вот Валериана Васильева много таких, видимо, работ. А вот сейчас вот здесь вот Алеша Васильев ушел, видимо, уже, да? Ваш фотограф-то. Да. Вот я пришел с ним к Михаилу в мастерскую, а у Миши была одна из последних работ, там стояла. Ну, девушка, помнишь это? И он просто обалдел, когда я его увидел, показал мне фотографию, а это почти 1 в 1 его девушка. И он просто потом ходил, говорит, как так? Как же так? Как у Михаила Гавриловича такое вышло? Что вроде как совершенно незнакомые люди, и девушки-то, в общем, разные, но в принципе получилось, что вот он пришел в первый раз в мастерскую и увидел свою девушку на работе Михаила Старостина. Так что да, бывают такие вот интересные совпадения. На самом деле Я в вам жизни. предлагаю задавать вопрос, пожалуйста. Когда у вас будет такая возможность говорить, свое мнение сказать и так далее? Можно я задам? Окей. Да, конечно. Меня зовут Марина, я экскурсовод Национального художественного музея. У меня вопрос к Михаилу Гавриловичу. А вот лично вы какое влияние испытали творчество Валериана Васильева? И если это произошло, то вот конкретно в каких произведениях живописных, графических можно это увидеть нам, зрителям? Ну, без сомнения, Валериан Васильев повлиял на мое творчество.
потому что ну, вот я рассказал о постерах, которые я видел в детстве, да, якутской графики. И потом в училище я учился у Юрия Иннокентьевича Ватякова, и он принес вот эту книжку «Вкладыш к Колонхо». И там вот этот триптих ксилографии, и он, Юрий Иннокентьевич с какой-то гордостью говорит, что вот хороший художник был Валериан Васильев, учился тоже в Строгановке, они оба заканчивали в Строгановской, да. И Я бы рано ушли. дизайнерское обучение вообще очень современное. Я немножко перехожу на другую тему, но вот дизайнерское обучение именно предполагает больше на развитие образного мышления. Да. И там на первом пропедевтическом курсе проходят вот именно задания по абстрактному искусству, как создать образ из бумажек, там, да, этого нет в академических вузах. Поэтому и это, конечно, благотворно повлияло на творчество вот Валериана Васильева. А у него же диплом был как раз в мебель, и он это в мастерской ставили совершенно удивительные такие табуреты, то есть такие дизайнерские, что называется, то есть в стиле там Баухаус там или что-то еще такое. Такие черные перекрестия, основания, 2 квадрата как бы перекрещены, затонированы черным или почти черным таким. И очень толстое, значит, квадратное сиденье из плашек деревянных, идеально подогнанное. И вот они были, он отцу отдал, у него стояли в мастерской. На самом деле это вот вечная такая мебель. А что там еще было, я даже не знаю, потому что это как бы остатки его диплома. То есть вот руками еще умел делать все, что угодно тоже. К этому я добавлю, что когда вот открывалась после долгой реставрации, реконструирования галерея зарубежного искусства, раньше Дом казначейства, вот, заказали мебель, кстати, там скамейки, именно Валериану Васильеву. И эта мебель вот, очень долго до заезда вот в это здание хранилась в музее. Да. Не то, что хранилась, она пользовалась. Вот вместе вот этих тех, ну, как это, сидушках, на которых вы сидите, были деревянные вот такие длинные скамейки. Вот Валериан Васильев. То есть это он при жизни еще сделал, как заказ исполнил, да? Да. Видишь, сколько лет прошло, а все это. Надо будет как-нибудь в следующей выставке включить эти. Если найти. Да, какие-то дизайнерские вещи. Ну или по его проектам по новой. Но его же и хоронили в этом здании как раз. Табуретка у меня была. О, вот. Музей Она, наверное, казначейства. сохранилась еще в нашем Петербурге. Что, Маша, говоришь? Я говорю, треугольная табуретка у меня Да, была. треугольные тоже были, ага, вот такие типа куб и как призма такие, ага. То есть это вот, он в струе был как раз вот этих всех современных веяний, и не только в искусстве, но и в прикладном тоже. Вот это точно. Можно еще один вопрос? Ну, это как все, может, кто знает. Вот, одно время семья Валериана жила напротив Рупмена, да, этот дом там был. И я прочитала где-то информацию, ну, не знаю, насколько она правда достоверна, что этот дом, ну, решили сохранить, да, сделать его и перенести в район Залуга, где планируется сейчас делать такую территорию историческую, да, там старые здания, вот и купцов-летчиков, там и так далее. Это вот никто не знает, вот этот дом действительно перенесли или он разрушен? Нет, перенесли его. А он там уже Да. стоит? Нет, он там не стоит, в старом городе? его перевезли в другое место, пока там еще, насколько я понимаю, нет деревного приема территории. Называется Старый город 2, правильно, у Залуги. Это на Ярославского был Ну дом? да, на Ярославского был. А кто там жил в этом доме? Семья наша? И между Не, ну это прочим, еще как... Какого года? До какого года вы там жили?
Вот разрешите представить Зинаида Романовна, сестра родная, младшая Валерьяна Романовича. Ну имеется в виду семья, что отец, мама, вы, да? Да. Да. Между прочим, на улице Аржакова в старом городе есть копия этого дома, где даже написано, что это дом Валерьяна Васильева. Это что? Вот, Ну, да, сейчас что ли? дом, ну как, новодел, да? построили, да, новодел, но он по обменным чертежам сделан, вот, но это копия. Наше, называется такое Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Руслан Васильев, наверное, знаете. Вот, и он, собственно, руководит этим процессом. То, что ты не сказал. Нет? Дом же был построен в таком старорусском стиле, да, вот, судя по фотографиям, поэтому там у них такие Здесь фотография красивые была, наличники. показывали. Говорил, или я слышал просто на таких вот встречах, что вот он мог бы поступать и на философский, или хотел, или, да? Да. Есть как монографии у Иннокентия Афанасьевича описано этот случай. Он хотел в ОМГУ перевестись. Ну хорошо, что не перевелся, на конечно. Лучше бы параллельно тогда, если что, потому что на самом деле он действительно незаурядным бы и философом стал. Да. Да. Да, вот один из этих домов, там табличка написано. Так, к вопросу у кого-нибудь есть? Если вопросов нет, то, наверное, мы поблагодарим всех наших участников. Я очень надеюсь и хочу и вас поблагодарить, что у вас есть интерес к творчеству Валерьяна Романовича Васильева. Это действительно очень современный художник мирового уровня. И то, что у нас в Якутии работал, жил такой незаурядный, очень красивый, большой интеллектуал, очень высокого полета художник, это, наверное, счастье для нас, конечно. для всех и вообще для искусства. Спасибо вам всем. Я вам сейчас предлагаю, если никто еще не хочет выступить, общих фотографий.